Пророк Аллаха рассказал о человеке, который поклонялся Аллаху 500 лет. 500 лет он поклонялся Аллаху. И когда он встал перед Аллахом, Аллах, пречист он Всевышний, сказал ангелам: «Введите его в рай по моей милости». И человек сказал: «Воу, воу, воу, о Аллах, о Аллах, я ценю предложение. Ты сказал, что хочешь ввести меня в рай по твоей милости, о Аллах, но я не хочу входить по твоей милости. Я хочу войти по своим делам, о Аллах. О Аллах, я поклонялся тебе 500 лет. 500 лет, о Аллах, я поклонялся тебе. И я не хочу входить по твоей милости. Я заработал, я пахал. Каждый день я поклонялся тебе, о Аллах. Не для того, чтобы стоять здесь и входить по твоей милости. Я хочу войти по своим делам». Аллах сказал: «Ты хочешь войти по делам? Ладно, без проблем». И всемогущий великий Аллах прикажет ангелам, скажет: «Принесите весы». И скажет: «Положите 500 лет поклонения этого человека на одну чашу весов. И положите только лишь одну лишь милость, данную мной ему, ни'ма, данную мной ему, возможность видеть глазами, только это, ничего больше, ничего больше. Лишь положите милость, данную мной ему, способность видеть глазами, положите ее на другую чашу весов. Одна лишь милость способности видеть перевесит 500 лет поклонения. И Аллах скажет ангелам: возьмите его и бросьте в огонь ада». Тогда и только тогда он скажет: «О Аллах, пожалуйста, о Аллах, пожалуйста, я буду доволен твоей милостью. Я доволен твоей милостью, о Аллах». Аллах не нуждается ни в ком, мои братья. Милость зрения. Сегодня мы забылись. Сегодня мы забылись, сегодня мы думаем: я что? Что чтобы видеть, мне нужна пара глаз. Ошибаетесь, потому что у миллионов в мире есть глаза, но они не видят. Это Аллах позволяет видеть. Вы думаете, чтобы слышать, нужна пара ушей. Ошибаетесь, потому что миллионы в мире имеют уши, прикрепленные к головам, но они не слышат, братья. Это Аллах позволяет вам слышать. Сегодня ты думаешь: для ходьбы мне нужна пара ног. Ошибаешься, миллионы по всему миру имеют ноги, но не могут ходить. Это Аллах, один Аллах позволяет тебе ходить. Аллах, не ты. Аллах, не ты. Аллах не нуждается в тебе, мой брат. Аллах не нуждается во мне, не нуждается в нас. И мы должны это понять, потому что это акида. Ты должен знать это, чтобы в поклонении всегда быть смиренным. Когда поклоняешься, никогда не гордиться. Поклоняясь, не проявлять высокомерие, потому что ты знаешь, что в любое время я тот, кто я есть, только по его милости. Только по его рахма я тот, кто я есть, а не по причине своих дел. И чтобы знать глубоко, с якином, с убежденностью, что Аллах царь царей, не нуждается ни в ком. Он не нуждается ни в ком, мои братья. Клянусь Аллахом, все, что вы видите вокруг вас, все, сегодня у мусульман столько страха в сердцах. Страха. Страх куфаров, страх Запада, страх войн, страх режима, страх того, страх всего. Но знай, что великий Всевышний Аллах не нуждается. Клянусь Аллахом, братья, клянусь Аллахом, отвечаю перед Аллахом. Вы должны прийти к убеждению, вы должны глубоко уверовать, категорично, что каждый без исключения человек, который жил, который живет, любой, кто живет на земле, клянусь Аллахом, любой без исключения человек, каждый джин, каждое без исключения животное, ходящее по земле, каждая птица, которая летает в небе, каждая рыба, которая плавает в океанах Аллаха, клянусь Аллахом, каждая земля, каждая страна, клянусь Аллахом, со всеми правительствами, со всей военной силой, со всей их мощью, со всеми учеными,
со всеми деньгами и со всем остальным. Всем, безо всякого исключения. Каждая страна, каждое дерево, каждая песчинка, каждая гора, каждая река, каждый океан. Каждый океан, клянусь Аллахом, каждая звезда, каждое солнце, каждая луна, каждая планета, каждый без исключения ангел. Миллионы, миллионы и миллионы ангелов. Все они, безо всякого исключения. Микаиль, Джибраиль, Исрафиль. Все на первом небе, на втором небе, на третьем небе, на четвертом небе, на пятом небе, на шестом небе, на седьмом небе. Океан сверху. 8 несущих трон Аллаха. Арш Аллаха. Все беспомощно. Все беспомощно. Ничто не движется, ничто не останавливается, ничто не производится, ничто не ломается, ничто не дается, ничто не берется, ничто не возвышается, ничто не падает, ничто не повреждается и ничто не восстанавливается. Без Аллаха. Примите это с твердой верой в вашем сердце, что ничего, все беспомощно, все, кроме Аллаха. Аллах не нуждается ни в чем, ни в ком, ни в пророках, ни в ангелах, ни в джиннах, ни в людях. Мы нуждаемся в нем. Он Аль-Хайюль Кайюм. Он вечно живой. Вы можете сказать: брат, и я живой, что в этом особенного? И я живу. Но твоя жизнь зависит от его существования. Он первый, без начала. Он последний, без конца. Он Аллах. Он Аллах. Аль-Малик. Он царь. Он царь. Он один, кто в судный день, когда все подойдет к концу, когда всемогущий великий Аллах умертвит всех, каждое живое творение, когда Аллах всемогущий и великий будет предавать смерти каждого человека, каждое животное, каждого джинна, каждого ангела, до тех пор, пока абсолютно все не перестанут существовать, кроме Аллаха. И Аллах воззовет: где эти короли? Где те короли, которые думали, что они короли? Где сыновья этих королей? Аллах воззовет: где тираны? Где бандиты? Где эти парни, которые считали себя кем-то? Где? Где их дети? Аллах воззовет: где они? И он спросит: кому принадлежит сегодня власть? Кому? Никто не ответит. Сам Аллах ответит. Одному единому Аллаху. Вот кому.